во всех требовлениях нашего времени, во всех событиях всегда присутствует это великое имя Пушкин. Пушкин соединяет нас всех, белых и красных, либералов и консерваторов. Это имя объединяющее и способное вывести Россию из такой постоянной политической конфронтации. Необходимо России и Отечеству сплотиться вокруг этого имени. Все основные положения существования государства в его огромном, совершенно необозримом творчестве обозначены и дают нам основания для взаимного существования в достойной форме. Потому что Пушкин, мы не можем сказать, он консерватор или он либерал. В одних стихах он либеральный, в других консервативен, в-третьих, идет своим собственным путем. Но это невозможно себе представить сейчас поэта, который написал бы Евгений Онегин. На сцену приглашается губернатор Псковской области Андрей Турчак. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в самом сердце русской литературы, русской поэзии, Пушкиногории. Хочу поздравить всех с открытием 50-го юбилейного Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Поздравляю вас. Игорь Смолькин. Ну ты, губерния Псковская, теплица юных дней моих. Поэт говорит это с иронией и далее посмеивается над псковскими барышнями, над их провинциальным жеманством. Но есть в этих словах и глубокий смысл. Ведь псковская земля действительно стала теплицей для Александра Сергеевича Пушкина, где его талант сформировался, развился, достиг вселенского масштаба. На псковской земле было написано более 100 произведений, среди которых основные главы Евгения Онегина, трагедия Борис Годунов, поэма «Цыганы», Графнулин и прочее. Промысел Божий не спаслал России Пушкина и прочно связал его судьбу с псковской землей. Ведь любовь Пушкина к его творчеству никогда не оскудеет. И порокой тому, и залогом наш праздник поэзии. Из жизни нашей стали исчезать слова «присяга», «подвиг», «верность». Мы стали в межеумье зависать. Какой-то низкой стала современность. России быть расхлябанной нельзя. Со всех сторон, со всех границ набеги. Не расслабляйтесь, русские князья, в покое не оставят печенеги. Они нам никакие не друзья и не партнеры. Что вы лебезите? Не расслабляйтесь, русские князья, и в сердце верность Родине носите.
И следующее стихотворение. Рок событий несет нас к войне, словно льдину несет к порогу. Победим ли, сгорим ли в огне, я не знаю, предателей много. Не готова, я вижу, страна, расслоение людей вопиющее, мстит жестоко за это война. Отвернется Господь всемогущий, кто лукавил, служил сатане. Помогла ли Руси за граница? Рок событий несет нас к войне. Жизнь в России должна измениться. Спасибо. Я родился и такой псковитянин, даже, может быть, в чем-то пушкиногорец. Вот. И возможно ли русское слово превратить в щебетание щегла, чтобы смысла живая основа сквозь него прозвучать не смогла? Нет, кто жизнью живет настоящей, кто поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык. Вот это вообще, значит, самое большое богатство, которое дал нам Господь, это русский язык. Русский язык, о нем говорили, на немецком с врагом, на итальянском с Богом, на французском с женщиной можно разговаривать. Но великий Ломоносов говорил, а на русском еще, кроме того, можно говорить об очень сложных вещах, сжато, как латыни. И, значит, и Александр Сергеевич, конечно, сделал величайшее дело. Ведь русский язык был сословным языком одно время. То есть основная масса дворянства говорила на французском, говорила сначала на татарском, потом, значит, на французском, потом на немецком целое. Но, как справедливо заметил Ярослав Селенков, что Россия на мельнице русской смогла зарезать, там, татарский, французский или немецкий язык. Она взяла какие-то слова и превратила их в слова, которые ласкают русское поэтическое ухо. Герцен сказал, на реформы Петра Россия отвергла Пушкина. И главное, что сделал Пушкин, он завершил создание общенародного языка, на котором говорили все сословия. Он создал язык величайшего мирового достижения русской классической литературы. Мы должны низко поклониться нашему великому гению. И давайте еще и низко поклонимся Пушкиногорью, который привечал его и давал ему няню, бег лошади и так далее. Как хотел он нас предостеречь, убедить, что слово это есть человек России, давший речь, жизнью заплатил за слово честь. Но теряя смысл, свои права, чудаки, а пуще дураки, золотые русские слова разменяли мы на медики. Если не пойдем его тропой, если зарастет его тропа, станем мы базарной толпой у Александрийского столпа. Так прими его благую весть, и врагу тебя
непобедим. Ну а людям, потерявшим честь, можно из истории уходить. Наше присутствие придало ему настоящую полноту и силу. Спасибо, Александр. Ну, здесь в Пскове хорошо знают и помнят. Это не было невозможно. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня такое ощущение, что я никуда не уезжал из Дагестана, потому что от горцев попал горцев. Я хочу передать привет от дагестанских горцев, пушкиногорцев. Передо мной выступал один из выдающихся русских поэтов, и он говорил о языке пушкинском. Я вот для себя, когда писал статью о Пушкине, хотел охарактеризовать, как же он писал для меня лично. Вот маленький абзац почитаю. Александр Сергеевич писал легко, весело, радостно, естественно, человечно, страстно, неистово, самобытно, вдохновенно, бесподобно, ликующе, жизнеутверждающе, стремительно, темпераментно, многогранно, богато, чисто, обильно, широко, разнообразно, многолико, молитвенно, звучно, насыщенно, буйно, дерзко, зло, отважно, смело, гневно, трогательно, бранно, язвительно, но всегда свободно и величаво. С Кремлевской башни свет свалился, и молот с грохотом упал. Глухой ничуть не удивился, да и немой не возвратал. Так власть беседует с народом, переходя порой на рык. Она глухая, как колода, а ум, как обух без язык. По что правительство печально у Спасских топчется ворот? Ведь если золото молчание, то золотое у нас народ. И то, что не хватает слуха, у власти экая беда. В Кремле всегда все было глухо, во все эпохи, господа. Такой нам дан, наверное, свыше национальный колорит. А Бог все видит, Бог все слышит, но ничего не говорит. И свет в туннеле не маячит, призывным отблеском зари. Чудным взгляд приятно зрячих. У них слепцы поводыри. О, Господи, час озарения, чтобы не сбились мы с пути, дай нашей Родине прозрение и слух, и голос возвратить. Новый поэт литературного критика из Санкт-Петербурга, очаровательный, обаятельный, умный, тонкому лирику. Она работает главным редактором журнала «Родная Ладога». Донесите. Прошу прощения. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень радостно видеть в зале так много красивых, сияющих женщин, о которых так и хочется сказать «дамы света». Известно, что Пушкин любил женщин. Свою жену Натали он называл «любовь души моей». Анне Петровне Керн он когда-то вот так вот признался в любви, сказав, что никогда бы не смог представить себя ее супругом, так же, как никогда не мог бы представить, что такое рай. Пушкина окружали, конечно же, самые лучшие женщины. И сейчас окружают его самые лучшие почитательницы, читательницы. И вот прочитаю вам такое стихотворение «Пушкинские красавицы». Игорь сказал, что я представляю Санкт-Петербург. Это еще одна родина, можно сказать, малая родина Александра Сергеевича. И вот оно такое петербургское стихотворение. Дамы света, грациозны и легки, золоченые кареты, кружевные башмачки, ленты, локоны, вуали, музыкальные персты, жрицы чести и морали, несравненной красоты.
дамы света, вечный крестик на груди, алтари, посты, заветы, богомольные пути, освященная парфира, облачение в парчу, плат монахини, мундиры вам к лицу и по плечу. У овального портрета ангел мраморный скорбит. Дамы света, неизбывный свет любви. Много стихов, много песен, много танцев, много красоты. Наталья Харлампова. Дорогие друзья, я действительно летела на праздник поэзии, на Пушкинский праздник поэзии 7 часов. И еще ночь ехала в поезде. Но это была дорога, которая вела меня к радости, вела к встрече с Пушкиным в его родных пенатах. Дело в том, что в начале года указом президента страны Путина мне вручили медаль Пушкина, одну из тех наград, которая не так часто вручается писателям и является признанием, наверное, каких-то особых заслуг. И я не думаю, что я очень на 100% заслужила эту медаль, но, видимо, вот эта медаль потихонечку меня вела и привела к Михайловской. Я приехала первый раз, и сегодня, конечно, у каждого человека, тем более человека, который в литературе уже больше 30 лет, у него есть свои представления об этих святых местах, и о Тригорском, и о Михайловском. И вот это удивительное совпадение то, что ты представляла себе, сегодня то, что я увидела, и то, что я представляла себе, они настолько совпали. И совпали именно в сердце, в душе. И это было очень-очень волнительно для меня и удивительно для меня. Я, несмотря на то, что в наших Боингах очень ограничивает количество груза, я привезла с собой вот эту книгу для того, чтобы просто показать ее вам. Она раритет, конечно. В 1949 году издана вот эта книга, и здесь Пушкин на якутском языке, его стихи, его сказки, его повести Белкина, его поэмы. Вот тогда еще переводили Пушкина на якутский язык, и то, что вот сегодня здесь мои друзья из Дагестана говорили о том, что Пушкин был провидцем, когда говорил, что его назовет в России всеохсущий язык, это действительно так. И я выросла на сказках Пушкина, и я, честно говоря, тогда, будучи ребенком, не знала, что это Пушкин. Ну, знала, может быть, но я думала, что он пишет по-якутски, потому что мои родители мне эти сказки читали на якутском языке. Вот как он велик, и вот он как нас ведет по жизни с детства до сегодняшнего дня. Я сегодня хотела бы прочитать не свой перевод, когда у меня есть переводы Пушкина, но когда я взяла эту книгу и начала листать, я увидела, какие замечательные переводы были сделаны еще в довоенное время. Все мы хорошо знаем, буря мглою небо кроет. Так вот это стихотворение в свое время перевел наш замечательный поэт, народный поэт Якутии Кунюк Урастыров. Я для того, чтобы вы просто услышали музыку якутского стиха, хочу прочесть 2 куплета Пушкина на якутском языке. Кыңыге, қалланын қарамаса бар, қарға, борға ұтылар, арыты қылы ұлыйбақтыр, арытыдан бұлбақтыр, арыт сұлутчу жердігер, соломоны сақсыяр, арыт бейі түнніп бүтін, аяметті тоңсыяр. Әрге қарбақ самнар қайжем, санар гүр қарамаға, әм тоқтан әмәқсіне, саңын еңен ақ болла, бағар доғырым бұлғақтан, сылай бүтін боларай, бағар қатар масылыттан, ұтып тұрым боларай.
Ynänäskö tuosahan ytödoro ihe kut kannanai chaskın karastar sürek çekçe ılla mora umor hayda dadayık olur butun ılla kısa sırda hayda utun baha barbıtın. Ну вот так. Спасибо, Наталья. Наталья, может быть, видели вы после университета такой голубенький автобус с надписью «Подарок Пушкину-заповеднику от Республики Саха-Якутия». Видели? Вы когда вернетесь в Якутию, вы помощник президента, скажите, что мало одного автобуса, надо бы еще один подарить. Здесь много костей. Снова глаза открываю несмело, вспомнить пытаясь детство твое. Помнится только матушка пела, песней наполнено детство мое. Зимы злыми, над прорвой белой, в стылой воде полоскай белье, вся коченея матушка пела. Песней наполнено детство мое. Больше она ничего не ела, только свой голос, свой ножевой. Не было хлеба, матушка пела, и оттого я остался живой. Рядом война полыхала и тлела, сытым ходила одно вранье. Вдовы рыдали, матушка пела. Песней наполнено детство мое. Минуло время, память немела, но без времени прожил я и дня. Все эти годы матушка пела. Это должно сохранило меня. Мы отнесли ее легкое тело на вековечное поле жилье. Все мне казалось, матушка пела. Песней наполнено сердце мое. Pjevala je mati. Kad god čežnja djetinjstvu da vrati, sklapam oči, slike se ne roje, pamtim samo, pjevala je mati, te pjesme je puno srce moje. Za zlih zima rublje moga prati, tek u vodi pod ledenim slojem. I promrzla pjevala je mati, puno pjesme djetinjstvo je moje. A šta drugo stiže i imati osim glasa, resko poput noža, ne bih pjevala je mati, ja od toga i preživjeh možda. Rat, glad, samo strvinar pernati imao je izobilje svoje. Kroz plač opšti pjevala je mati, puno pjesme djetinjstvo je moje. I po ratu u sjećanju prati, dana nema bez te uspomene, a u svakoj pjevala je mati, što sigurno i održa mene. I dok lako tijelo se prati, i nad rakom najbliži dok stoje, rekao bih, pjevala je mati, te pjesme je puno srce moje. Спасибо. Невозможно из большого массива, конечно, выбрать одно стихотворение. Но если одно, то я прочту одно. Я приехал из Белгорода, хотя вся моя жизнь связана с Харьковом. И получилось так, что я вынужден был его покинуть. Но стихотворение, которое я прочту, имеет странную привязку и к событиям на Украине, и к нашему пушкинскому празднику поэзии. Под ним стоит две даты, оно называется «Волчица». Под ним стоит две даты, 18 февраля 2014 года и 18 мая 2014 года. Между этими двумя датами уместилась русская весна, о которой мы все знаем, которая, к сожалению, развернулась не совсем так, как мы чаяли и ожидали.
Впервые это стихотворение я прочитал здесь, в Михайловском, 7 июня 2014 года. Потом приехал, вернулся в Харьков, и начались допросы, приглашение в компетентные органы, разбирательство о сепаратизме и так далее. Потом исключение из Национального союза писателей Украины, и когда уже дело подошло к аресту, я вынужден был уехать. Еще раз я это стихотворение буду читать 6 июня, в день рождения Пушкина на Красной площади, в рамках турнира, всероссийского турнира поэтов. Так что, кто не дослушает стихи, которые мы здесь не смогли прочесть, приходите слушать туда. Стихотворение «Волчица». Поэт, историчка, вскоре живет с 1983 года, автор 14 сборников стихов. 15. 15. Сложно говорить некогда. Я ваша землячка, я здесь уже выступала, поэтому я о Пушкине говорить не буду. У меня много стихов, посвященных ему. Прочитаю про другого поэта. Стихотворение «Русский ветер памяти». Русская деревня, быт патриархальный, где-то за околицей плач тальянки дальний, то ли в день весенний, то ли в день осенний. Кто приехал? Это наш поэт Есенин. На ногах стеблеты, на затылке кепи. Здравствуй, поле светок, золотые степи, пажити родимые, да угодья видные. Пропадите пробутом, песни панихидные. Вас не хочет слышать ни поэт, ни ратник, лишь трава дурнина, бузина, волчатник. Все такое вынесут, все они, все такие сами, а поэты любятся с речками, с лесами. И родня встречает, все его приветили, мы его запомнили, за десятилетиями в коих убедились в новости опасной. Желтая империя нам не лучше красной. Что бы они сказали в наше время частное? Как была, такая есть наша Русь несчастная. Эту растащиловку, эту злую прыть русский ветер памяти не дает забыть. Завершая наш поэтический вечер, балканский поэт Абдулан Идеев, историк фольклора, литературы, публицист, переводчик и литературный критик. Автор 17 изданных в Нальчике и Москве книг. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Пушкин не был заслуженным в Республике Татарстан, однако хуже нету, лучше вызывать поэта на дуэль, чем лишать его слова. Я, конечно, собирался, но я думаю, что есть у нас время. Единственное, что я хочу сказать, я перевел все сказки Пушкина на балкарский язык, все маленькие трагедии и стихи. Что я хочу сказать? Пушкин не только для русского народа, для русской культуры. Пушкин для всех нас. Потому что я пытался свою любовь к Пушкину передать нашим словам, нашим звукам, нашей речи. И чем больше Пушкина надо переводить, должны переводить очень. Музыку уже понятно, великих композиторов по национальности сразу узнаешь по музыке. Поэзия должна быть сразу узнаваема на любом языке. Пушкин должен быть узнаваем. Музыка Пушкина не менее важна, чем все остальное. Поэтому, чтобы немножко... Вот, например, я буду читать на балкарском, я бы сегодня читал вам варианты стихов, и вы понимали это прекрасно на русском. Три девицы под окном, поздно вечерком, үч эгеч, учуралы, теч караңда халы, ире болғандыла, бірлері айтты ханды, қатыры болсам деді, 40 қазан асар еді, халық ашап қоймас деп, түнде қоймас деп, башқасы айтқан еді, ай болса халерім болса деді, чептерлік соғар еді, дүнияға жетер кен, халық сейретер кебек. Мені дептечілері хан болған болса еді, сұқланыр кебек, аңа радиолар бұғатыға, жашқа бар еді хан. Большое
Вот, например, пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, или сейчас там, если мне Игорь даст слово, завтра прочитаю. Но что я хочу сказать. У вас, русского народа, великого народа должна быть великий поэт. У вас есть такой поэт. Русского, у вас даже, простите, что я так говорю, это наш поэт, это наш великий наш народ, великая Россия. Мы все народы велики благодаря Пушкину, благодаря русскому народу, благодаря его мужеству, благодаря его шевости, таланту. Самый мужественный, самый красивый, самый талантливый народ, русский народ. Мы счастливы, все народы мы счастливы, потому что только Россия дает развивать всем свою культуру, всем язык. Это надо знать всем нам. И молодежь, говорю, гордитесь, что вы русские, что вы россияне, мы все гордимся. И всегда любите нас, все будут любить. Вот здесь великий поэт Костров сказал, сперва говорили на татарском, потом это. А сейчас все говорят на русском, потому что говорили на французском, татарском, на немецком, потому что они любили этот язык и проявили свою любовь к этим народам. И эти народы теперь в знак благодарности все говорят на русском языке. Весь мир будет говорить на русском языке.